Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. С минуты на минуту, со дня на день. Что случится, что ждет и что произойдет. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, здесь идет поздний разговор, либо долгий разговор. Вот с кем-то вы будете очень долго, либо очень поздно разговаривать. Разговор может быть как личный, так, тет-а-тет, да, встреча с глазу на глаз, так и, например, по телефону. Может быть, даже переписываться, да, сообщения писать. Но очень долго, но очень нудно. Сначала будет интересно, потом вы устанете, а потом вы будете сидеть и думать, когда же это все закончится. А человек, который ведет с вами диалог, да, в контакте состоит, как будто бы и не замечает, да, что вы устали, намеков ваших не слышит. Ну, в общем, вести себя будет безобразно. Да, даже немножечко обидитесь на этого человека. Знаете, как выведет вас из себя этот человек, вы скажете: да что ж такое, хватит. У меня уже даже уши опухли от этого разговора. Все, не хочу, не буду, отстань от меня. Да, кто-то прям вспылит, прям, смотрите, как рубанете человека, правдой рубанете. Ну, надо ставить таких людей на место. Если не понимает, что же делать, надо говорить об этом. Так, для женщин идет победа. Поездка вот у вас состоится буквально завтра, ну, либо послезавтра. Либо у вас уже это все запланировано, либо так, с течением обстоятельств, вы окажетесь в месте, где вам суждено одержать очень важную, громкую победу для себя. По крайней мере, вот ощущение, что я победительница, что я молодец, да, либо я фартовая, оно по 100% будет. 100% будет. Так что, мои хорошие, не стесняйтесь, не отказывайтесь от поездок, да, даже если они какие-то спонтанные. Все будет хорошо. Здесь удача на вашей стороне. Да и, в принципе, без удачи вы бы тоже обошлись. Абсолютно тут нет никаких сомнений. У вас такой настрой классный, боевой. Ой, ну, люди просто, знаете, как все, что вы хотите, к вашим услугам, так к вам будут относиться. Следующий момент. Что-то будет вами услышано, либо подслушано. И так может быть. Информация крайне важная. Информация, которая для вас откроет либо отношение к вам, либо отношение к кому-то из ваших близких. Ну, допустим, вы случайно подслушали, что говорят, ну, пусть будут там друзья вашего мужа о вашем муже, да, как они на самом деле к нему относятся. Либо вы случайно подслушали, что дети говорят о вашем ребенке, друзья вашего ребенка. Вы можете подслушать, что говорят, например, женщины о вашей маме, либо о вашем папе. То есть когда прям очень важная информация. Этой информацией вы обязательно поделитесь с тем, о ком она была, и это поможет человеку сделать правильные выводы, либо совершить правильные поступки. Так, вы очень, кстати, внимательный человек. Есть у вас такая фишка, когда ваши от вас не уходят, либо вас подталкивают, наталкивают на то, что вам нужно. Следующий момент. Здесь идет какая-то музыка. Либо вы будете танцевать, либо вы будете слушать какую-то музыку. А кто-то окажется на концерте. Знаете, как, может, билетики купили, ждете, да, когда же концерт состоится. Либо вас, вот как в последний момент, да, человек пригласит, скажет: у меня есть лишний билетик. Хочешь, пошли со мной.
Либо, например, человек, которому вы нравитесь, да, вот придет и скажет: вот есть билетик, я знаю, что тебе нравится эта группа, либо ты любишь такую музыку, там, давай сходим, послушаем. Вам будет очень приятно. Вы туда идете в первую очередь именно вот за музыкой, за вот мелодией идете. Получите удовольствие, получите удовольствие. Музыка прямо, она какое-то благотворное влияние на вас оказывает. Вы это знаете. Вот, все будет замечательно. Так, здесь два человечка друг от друга отвернулись по вине не вашей, но вашего партнера. Может быть, какая-то семейная дрязга, да, может быть, там поссоритесь немножко, либо разобидитесь друг на друга. При этом, смотрите, как родственники выбирают сторону вашего партнера, а, например, дети, если у вас есть дети, выбирают вашу сторону. То есть такое маленькое разделение в семье. Станет понятно, кто кого поддерживает и кто кому как относится. Ссора это будет кратковременная, либо, ну, скажем так, недопонимание, да, может просто недопонимание, будет кратковременное. Так что волноваться здесь не о чем. Как поссорились, так и помиритесь. Но делайте правильные выводы, да, кто и как относится в семье, среди близких, среди родственников, друзей, кто чью сторону выбирает. Это в будущем поможет вам предпринять какое-то действие, либо принять какое-то правильное решение. То есть не все однозначно, не все однозначно. Так, еще. Куда-то вы рискуете не успеть. Причем не успеть по своей забывчивости, либо невнимательности. Ну, допустим, у вас есть встреча. И вы вот так себе запомнили, что это, там, допустим, 12 часов. Ну, откуда-то цифру эту взяли и думаете: ой, у меня встреча в 12. А вы не проверяете эту информацию. Вы приезжаете на 12 часов, а оказывается, что встреча у вас, допустим, на 12, но на следующий день, либо через день. То же самое может быть. Вы понимаете, что вам нужно куда-то идти, а вы беретесь за какую-то работу. И так увлекаетесь этой работой, что понимаете, что все, я опоздала, я проработала свое время, да, и я опоздала. Также могут быть варианты. Вы занимаетесь какой-то работой увлеченно, а потом поднимаете голову, смотрите на часы и, о ужас, вы опоздали, да, вы опоздали, пропустили нужное для вас время. Постарайтесь, мои хорошие, ставить себе напоминалки, да, у всех у нас есть телефоны, даже самый простенький телефон имеет функцию напоминания. Не ленитесь, проверяйте там записи, когда у вас встреча, на какое время, в какой день, чтобы не попасть в такую не очень приятную ситуацию. Так, еще на работе. На работе возможно выплаты денег, авансов, премий, даже какое-то распределение, может быть, ресурсов, отпусков. Да, вот люди будут собираться, либо подходить к какому-то человеку, где будут либо что-то получать, либо о чем-то заявлять. Ну, допустим, да, хочу в отпуск летом, там, в августе хочу в отпуск. Вот это будет происходить. От работы у вас идут очень хорошие позитивные эмоции. А кто-то разделит эти эмоции со своими работающими родственниками. Ну, допустим, ваш партнер работает, либо ваши дети работают. Вы порадуетесь, что вашему ребенку выплатили зарплату, либо что ваш муж получил отпуск не зимой, а летом. То есть приятный момент. Так, кто-то из вас собрался идти к врачу, скорее всего, в поликлинику, может быть, и в какую-то другую лечебную, там, медицинскую организацию. Не питайте иллюзий. Ну вот серьезно вам говорю, не питайте иллюзий. Если вы не будете с пристрастием пытать этого специалиста, поверьте, ничего он вам не скажет, не расскажет, либо она, да, то есть человек будет хранить тайну. Человека нужно пытать в прямом смысле этого слова, да, и не слазить с этого человека, пока он вам все не объяснит и не расскажет. От вас могут отмахнуться, да, вам окажут сервис, да, вам окажут там, ну, что вы будете делать, чекап, да, либо осмотр, но при этом информации будет ноль. Надо все выспрашивать, надо допрашивать, и вы, пожалуйста, не стесняйтесь.
Не стесняйтесь, да, нужно знать правду, нужно понимать, что происходит, конечно. Вы же должны иметь возможность предпринять какие-то меры. То есть, зная свой диагноз, понимая свою проблему, вы можете обратиться к другому специалисту, либо сами проверить, да, что вы можете дополнительно сделать, да, чтобы облегчить свое состояние. Так, еще. У кого-то, кстати, прям поход, скорее всего, к стоматологу. Он так обычно стоматологов показывает. Что-то прям боитесь, либо у вас болевые ощущения есть. Знаете, вы такая счастливая выйдете от стоматолога. Но я так понимаю, что полечат и боль снимут, и прием вам понравится, да, запомнится, вот прям хорошо будет. И врач толковый, и настроение у врача хорошее, и вас, смотрите, как и успокоит, и по руке погладит, да, и полечит, и не больно будет, и все хорошо будет. Не бойтесь, пожалуйста. Так, еще какой-то сервис вам будут оказывать, и вам не понравится результат. Не знаю, то ли хорошо знакомый человек, то ли вы, в принципе, скромный человек. То есть вы свою претензию не выскажете, хотя это нужно сделать. Может быть, вы пойдете делать себе маникюр, может быть, пойдете там, не знаю, на массаж, может быть, за какой-то услугой пойдете, и вам ее окажут некачественно. То есть есть какие-то проблемки, есть недовольство с вашей стороны. Вы, пожалуйста, не про себя высказывайте, а выскажите этому человеку. Ну, по-хорошему выскажите. Так скажите, вот мне не понравилось, да? Я бы хотела так и так. Поверьте, человек, ну, может быть, новенький, да? Может быть, человек не до конца понял, что вы хотели, либо имели в виду. А надо все проговаривать, это очень важно. Смотрите, я вижу, что у кого-то идет недовольство, и вы больше никогда не пойдете к этому человеку. А кто-то, наоборот, вот скажет свою претензию, сейчас скажет: ой, извините, я просто не понял, да, я сейчас вам все сделаю, переделаю, либо все сделаю в следующий раз. И действительно сделает. И вы будете не только ходить к этому человеку за сервисом, но и, возможно, дружить станете. Так, женщина либо с 2 хвостами ходит, либо с 2 косами. Берегитесь этой женщины. Уж очень она мне не нравится. Она может сыграть роковую роль в вашей жизни, да, либо в вашей ситуации. Женщина. У нее эти косы, либо хвосты, они как рога. Ну, для тех, кто в паре, в браке, она может быть искусительницей, либо причиной семейного скандала. Для тех, кто не в паре, не в браке, допустим, работаете, либо вы куда-то подали документы, участвуете в каких-то, ну, конкурсах, розыгрышах, может быть, прием на работу проходите, да, может как-то к вам нехорошо отнестись, либо затмить вас. Вот, берегитесь этой женщины, не пропускайте ее вперед, либо если она появилась на горизонте, а вы идете со своим партнером, старайтесь делать все, что можно и нельзя, для того, чтобы они не встретились, да, для того, чтобы у этой женщины не было возможности общаться с вашим мужчиной, ну, там, соблазнить, искусить, я знаю, что она там будет делать. То есть вам противопоказаны встречи, общения с женщиной с хвостиками, либо с косичками, да, их 2. Не нравится мне эта женщина, и у вас от этой женщины тоже, знаете, как мурашки идут. Не надо. Может быть, эту женщину вы знаете, да, может, она давно уже ваша соперница, не дай бог. Вот, старайтесь сделать все, чтобы встречи вашего партнера этой женщины не было. И сами по возможности старайтесь избегать встречи с этой женщиной. Так, идем дальше. Здесь у меня женщина с собачкой. Собачка не маленькая, сразу скажу. Собачка. Но обычно собачка, это действительно может быть собака, ваша собака, животное, да, и также может быть друг. Но здесь какая-то прям игра происходит. И собака довольна, и женщина улыбается, то есть весело проводит время. У кого-то из вас отыграется встреча с давнишним другом, кого вы очень давно не видели, кому вы будете очень рады, и, соответственно, друг будет вам рад. А кто-то действительно со своей собакой, либо с чужой собакой поиграется, весело проведет время. Так, еще, возможно, проблемы со связью. Да, это телефонная связь, интернетная связь, коммуникации, да, проблемы с коммуникацией. Проверьте, оплачены ли у вас счета.
Также могут быть поломки из-за природных явлений, либо из-за человеческой халатности. Кому-то прям предстоит посидеть и без телефона, и без интернета, и без вот этих благ человечества. Непродолжительное время, но для вас оно покажется вечностью. Это будет мука, особенно для тех, кто привык постоянно сидеть в интернете, в социальных сетях, на том же Ютубе, да, прям скучно вам будет, очень-очень скучно. Так, еще, девчонки, у кого есть симпатия, то есть у вас кому-то есть симпатия, к какому-то мужчине. Смотрите, симпатия ваша взаимная. Я вижу, что мужчина сделает какую-то очень робкую попытку, ну, не знаю, приблизиться к вам, либо поговорить с вами, либо пригласить вас, ну, например, там, на чашечку кофе. Это все будет так робко, это все будет так интересно. У вас, кстати, тоже дрожь я вижу, и ножки прям ватные становятся. Ну как, представляете, он вам нравится. Он такой идет к вам дрожащим голосом, с вами здоровается, начинает пытаться вам предложить вместе провести время. Боже, такие оба счастливые будете. Как интересно. Да, у кого-то жизнь личная налаживает. Слава Богу. Слава Богу. Так, еще тоже для женщин. Какой-то совершенно молодой человек, но гораздо младше, чем вы, вдруг начнет с вами заигрывать. Может быть, он знакомый, может быть, в первый раз вы его увидите, но он так прям на полном серьезе, комплименты туда-сюда, давайте познакомимся, а я то-то, то-то, 5-е, 10-е, давайте телефончиками обменяемся. Просто, знаете, как коршун налетит на вас. А вы на него такая смотрите и думаете: боже мой, ты же ребенок еще, да, что ж ты ко мне пристаешь? Но знаете, он вам сделает целый день, а может быть и целую неделю. Вот впечатление, да, от этого разговора, от его настойчивости, вот как он за вами там попытается поухаживать, знаете, поухлёстывать. Вот это хорошо, вы подругам будете рассказывать. А ваши подруги будут сидеть, слушать и завидовать, ведь в их жизни такого нету. Да, мои хорошие, да, молодому парню вскружите голову. Ну, молодой, да, он намного младше, чем вы, это даже видно. Видно вот прям невооруженным взглядом. Но вы действительно произведете на него очень яркое впечатление. Человечек он не из пугливых. Вот, ну, что, подойдет познакомиться. Вы ему не откажете. Я так понимаю, что либо телефон дадите, либо свои социальные сети, чтобы он мог вам написать, там, да, чтобы вы могли пообщаться. Так, еще какая-то покупка не очень удачная идет. Я могу предположить, что это через интернет, либо кто-то вам будет покупать по вашему поручению. Скорее всего, это будет не то, что вы хотели, не то, что вы планировали, да, либо не то, что вы выбрали. Не знаю, ошибка при доставке, неправильно оформленный заказ, либо человек вас неправильно понял. Такое может быть. Поэтому, если у вас есть какие-то серьезные планы на то, чтобы что-то приобрести, купить, либо покупайте лично, да, едьте, покупайте лично, либо несколько раз перепроверьте продавца, если это интернет-покупка, по отзывам пройдитесь, посмотрите, и только после этого делайте покупку. Потому что, знаете, как вроде как купите, да, радость, что купила, а потом огорчение, вот не то, что я хотела, да, либо не то доставили. Такое может быть. Так, еще важный момент связан с каким-то признанием. Признание. Возможно, кто-то признается в своих каких-то деяниях. Человек мог оступиться, ошибиться, что-то сделать нехорошее, одним словом, да, нехорошее. Может быть, даже вы пострадали от действия этого человека и долго не понимали, кто это сделал. Может быть, вы совершенно другого человека подозревали. И тут идет признание. Да? Вам признаются, что так и так, извини, это был я. Там, случайно, без попутал. Ну, в общем, человек будет оправдываться перед вами. Честно скажу, что вы не сильно там разозлитесь, либо опечалитесь. Наоборот, вам будет очень приятно, что несмотря на то, что прошло время, человек все равно пришел и, как говорится, покаялся в содеянном. То есть
это в ваших глазах этого человека будет характеризовать как не безнадежного. И это очень-очень приятно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.